Здравствуйте. В четверг президент России, выступивший перед своими избирателями и всеми соотечественниками, откровенно рассказал о результатах проведенной во время отпуска медицинской диспансеризации. Глава государства заявил, что дал согласие российским медикам на проведение хирургической операции по поводу болезни сердца. Через некоторое время он должен быть госпитализирован в Московский кардиологический центр. Развеяв домыслы о своем самочувствии, президент коснулся наиболее болезненной темы всей своей предвыборной кампании и 2 месяцев, прошедших после выборов – проблеме Чечни. После долгих дней томительного ожидания, в четверг глава государства сделал, наконец, достоянием гласности свое отношение к действиям секретаря Совета Безопасности. Я поддерживаю его действия. И последний план действий я поддержал. Вот. Кроме одного вопроса, вывод войск, быстрый оперативный вывод войск. Я считаю, что с этим торопиться не нужно. Все остальное я поддержал и полностью одобрил. И Малый Совет Безопасности тоже одобрил эти действия. Так что сейчас Лебедю надо двигаться дальше. Сам генерал, незадолго до этого вновь отправившийся на места недавних боев, был более всего озабочен тем, чтобы не допустить вспышки междоусобиц между торжествующими оппозиционерами и вооруженными сторонниками Завгаева. Можно получить продолжение этой войны только уже в виде гражданской, внутричеченской. А официальный глава Чечни, прибывший в прямой эфир передачи «Герой дня», постарался скрыть свое неудовольствие активностью генерала. Конечно, Александр Иванович, напрямую я его сейчас не могу обвинять, но в то же время его подводят те, с кем он договорился. То есть смещает законы органы власти. Тем самым, во-первых, совершаются недопустимые преступления и создаются предпосылки для обострения ситуации. Однако изгнанным властям Грозного уже приходится задумываться о вариантах достойного ухода, в том числе опробованных их менее удачливыми предшественниками. Мы с Саламбеком Хаджиевым заявляли о нулевом варианте и готовы были пойти в отставку. В том случае, если отставку уйдет и Дудаев. Дудаев не ушел в отставку. Естественно, наше пожелание уйти в отставку так и осталось неистребованным. Моральную поддержку Завгаеву все последние дни оказывает его коллега по Совету Федерации, московский мэр, осуждающий Хасавюртские соглашения. Я, прочитав документы, которые были подписаны, считаю это актом, к сожалению, капитуляции, будем так говорить, вооруженных сил пока России перед бандитами. Другого мнения у меня нет. Проблема отложенного статуса Чечни остается спорной и с юридической точки зрения. У нас Конституция, в отличие от прежней советской Конституции, не содержит права на отделение. Не содержит. Поэтому говорить можно, вот если держаться строго в конституционных рамках, только об изменении статуса. А вот до какой степени, видите, Конституция же отсылает к федеральному конституционному закону, который все это должен был бы и решить. Такая возможность сохраняется, если ее проводить, эту процедуру, в рамках Конституции, потому что на это должно быть согласие разделяющихся народов, высшего органа власти, я имею в виду парламента. Если все эти процедурные правила будут соблюдены, такая возможность не исключается. У опытных законодателей на памяти декабрь 94-го, когда сам Дудаев признавал верховенство России. В тех протоколах, которые мы тогда провели, подписали, вопрос о выходе Чечни из состава России был снят. Этот протокол мы через Козырева и Батурина передали президенту. Если бы он тогда был принят, были бы спасены те 80 тысяч погибших и все то, что произошло. Если в перспективе решать этот вопрос, о котором вы говорите, с учетом и Конституции, и международных документов, я думаю, без референдума обойтись невозможно. Причем, заметьте, это должен быть референдум не только, скажем, в субъекте федерации, но это должен быть одновременно и всенародный референдум. Сейчас, разумеется, после войны, после тех жертв,
после тех несчастий, когда, в общем-то, многие ориентируются болью и, если угодно, жаждой мести за погибших, сейчас, конечно, большинство выскажутся за отделение. И это понятно. И в этом нет ничего удивительного. Я выступаю за единство Российской Федерации, но как решить чеченский народ, как это будет решено на, допустим, референдуме, как это будет решено за столом переговоров, после того, как пролито столько крови, предсказать очень трудно. Найдите мне хоть одну строку, одно слово, где написано в Конституции, что надо убивать народ и страну. И поэтому силой невозможно никого удержать. Вот мудростью. Образец политической мудрости демонстрировал в четверг генерал Лебедь, проявляя уважение к грядущему выбору чеченского народа и наступающему празднику его независимости. Сегодня перед нами выбор. Или мы сегодня совместным коллективным разумом и волей добьемся мира, или разведем кровавую вакханалию на десятки лет. Так чего вы хотите, войнаки вы? Войны или мира? Конечно, у чеченцев ощущение победы. И вы это видите, и, сказать, они воодушевлены. Но тем не менее, если говорить о руководстве, о том же самом Масхадове, они готовы к компромиссам. И, повторяю, зависит от того, как мы, я имею в виду мы, российская сторона, центр, поведем свою политику. Просто диву даешься, когда руководитель законодательной власти Селезнев обращается, это так называемая оппозиция, к Черномырдину, к президенту, не дать возможности бандитам праздновать День независимости. Да как же так? Ты же законодатель. А законодатель Даку Завгаев, вопреки очевидному, полон уверенности в своей стопроцентной популярности. В массе своей населения оно разделяет ту политику, которую мы осуществляем в республике. Политика – это основные принципы каковы? Что Чеченская республика является полноправным субъектом Российской Федерации, что чеченский народ является одним из народов многонациональной России, и неделимость, целостность нашего государства – это аксиома. Необходимость проведения честных выборов руководителя республики лучше других ясна Юрию Калмыкову. Схожая ситуация складывается в его родной Карачаево-Черкесии. Глава республики должен избираться всенародно, тайным голосованием там, и так далее, на основе всеобщего избирательного права. Но наш глава республики не идет на это. Сейчас стало известно, что он стучится в двери администрации президента, чтобы как-то отложить эти выборы. Уроком для всего Северного Кавказа призван послужить печальный опыт последних 2 лет чеченской истории. Сегодня создавшаяся обстановка такова, что желательно, чтобы ушли в отставку те и другие. При личной беседе Завгаев мне и сам сказал, что он за власть не держится, он готов на досрочные выборы. Мне кажется, что нужно идти на выборы, чтобы прекратить кровь. Тот, кто сегодня выступает против мира, так берите автоматы, идите, становитесь рядом с нашими солдатами и воюйте за целостность России. Покажите, как вы любите Россию. Но ни один из них, даже тот же Зюганов, который претендовал на роль отца нации, не побывал в Чечне до сих пор. Регулярные визиты в республику генерала Лебедя и положенное им в четверг начало формированию коалиционного правительства должны стать залогом стабильности в республике. Чеченская проблема занимает умы большинства российских политиков, но среди тех немногих, чей голос имеет решающее значение, глава исполнительной власти. Российский премьер во время посещения одного из сельскохозяйственных предприятий Оренбургской области заявил, что документы, подписанные Александром Лебедем, не несут юридической нагрузки. Вечером из Орска Черномырдин вылетел в село Черный Отрог, в котором родился. Там будет освящен новый храм, в финансировании и строительстве которого премьер принял активное участие.